Вот, друзья, первый заброс Григорича. И походу уже щука. Ха-ха! Первая твоя добыча, да? Да ну, не может быть. Сразу, что ли, поклевка такого не бывает, Да. Ну вот, друзья, приехали мы, в общем, на такое место. Довольно интересно. Здесь по осени таймень бывает в этом месте. Вот. Выехали утречком. И, собственно, едем. Вот. Едем искать новые места, разведывать. Места здесь отличнейшие. Просто вот Григорич прям вот не терпится им рыбу поймать. А мне не терпится вам показать, как он поймает. Ну чё там, Григорич? Вот здесь яма, да. Здесь рыба есть. Но ты не там немножко кидаешь, надо было около лодки прям кидать. Я вначале здесь покидаю, потом к лодке уйду, пару раз бросим и поедем. Ну, хватает. Хватает, ну. Зайцев очень много, друзья. Вот. Везде бегают на песке зайцы. Очень много зайцев. Косача очень много летает. Уток очень много. Смотрите, какой вид здесь красивейший просто. Передвигаемся мы, друзья, мы, конечно же, на нашей чудесной аэролодке Торнадо Аэро. Александру, производителю аэролодок, огромнейшая благодарность за предоставленную технику. Техника изумительная, друзья. Вот по таким мелким местам, горным речкам. Просто бомба. Рекомендую эту лодку, друзья. Во-первых, экономичная, во-вторых, берет, ну, чисто вот для двух человек, во, для одного тем более. Ну чё, как? Да, тут рыбы нету, наверное. Вот здесь попробуй кинуть, да. С горы будешь кидать? Ну давай, кидай. Ты плавно веди. Воблер надо плавно вести. Ну, все плавно идет. Так, друзья, приехали мы на рыбалку с Григорычем. Григоричу, посмотри, карабинчики маленькие. На поводке перекинуть. Ой. Ну, карабинчик маленьких-то у нас дефицит. Ну не маленький совсем. Ну поменьше вот этого, смотри. Ага, посмотрю. Да я шучу, где-то должно быть. Я же тебе давал в прошлый раз смотреть. Ты их, по-моему, дома не вытаскивал никуда. Нет. Ну тогда здесь, на, все, здесь. Бери, открывай, смотри, вытаскивай. Нет. Так, а я сейчас, друзья, наконец-то распакую свои спиннинги хоть, а? За 3 дня не распаковал вообще ничего. Че, давай сначала пообедаем, наверное, да? Понятно. Посмотрим, где костерчик развести. А вот там вот, костерчик не надо, мне же турбопечка. А, да. Пошли пообедаем, потом придем, будем. А. Давай один заброс сделай нам. Давай. Покажи, как ловить надо, Григорич. Неумехам нашим, нам. Вот сюда кидай, вот, устье. Ага. Сюда кидай, вот. Вот сюда. Тут яма. Тут не яма, тут устье ручья. Ага. Ты просто кинь. Не задавая много лишних вопросов.
Сейчас посмотрим, как работает воблер Соболевского. Нет, это голландский. Норвежский. А, норвежский поставил. Поймается, наверное. Что-нибудь-то должен быть. Идти-то он, понимаешь, он может идти, да. Поймать-то поймаю. Давай, поймай мне рыбу. Рыба моей мечты. Только ты. Оба. Пожалуйста, Григорьевич, ловить надо уметь. На воблер Соболевского. Ты какими воблерами-то рыбачишь? Соболевского надо рыбачить воблерами. Да, щука попалась хорошая. У меня просто модель другая, как бы. Из серии, из первой серии. Да. Вот такая щука влупила. На, поймай. Я отпущу ее, чтобы ты поймал. Вот, смотрите, вот, друзья, вот такая вот работа воблер Сергея Соболевского. Отработал. Ой, так он уже давно-давно я его делал. Сергей написано, да не так Да. давно, 2 года тому назад. Да. Вот такими надо рыбачить. Все, первый заброс, сразу поклевка у меня. Да я ж просто, так сказать, тебе местный. Она место все признает. Да. Вот она красавица. Ну это я только что отпустил. Я ее только что отпустил. Вайдус, смотри, на твой воблер щуки вот так. Ха-ха-ха. Это другая щука. Такая, поменьше. Поменьше, конечно, чем у меня, но учись. На Соболевского, если будешь кидать, то будут большие, как у меня ловится. Спасибо за поклёв. Норвежские воблера тоже щуки кучки ловят. Да ладно, что, серьезно? Да. Где взял? А вот тут она прям к берегу пришла. В течение взял. Ну все, я сейчас пойду туда. Так, сейчас будем кушать. Кушать мы будем вот здесь, в лесочке, потому что там есть специальные дровишки для этой печки. Очень много специальных дровишек.
Здесь мы раньше когда-то ночевали. Вот прямо на этом месте вот. Палаточка стояла. Здесь вот брали мы дрова. Или вон там ли мы ставили ее. По-моему, там ставили. Есть у меня сюжеты об этом. Приезжал Денис из Коми. И мы тут втроем. Дмитрич, Денис и этот. На его лодочке, короче, проводили испытания. Рыбачили, так скажем. Язей ловил он. Дмитрич тоже с нами хотел поехать, но сложилась так судьба, что он не смог поехать. Вот, мы сейчас, не знаю, чаек поставим, еду разогреем. Вот эта турбопечка, она чем хороша? Тем, что она работает прямо вот на щепочках. Ее так и называют, щепочница, по-другому. Печка-щепочница. Ну, то, что руки черные, это не беда. Вот. Сейчас покажу, как работает щепочница. Друзья, пашихонка, печка, турбопечка PS 1500. Заказывайте. Просто незаменимая вещь, друзья, в таких путешествиях. Главное, поверхность ровную подобрать. Вот так вот раз. Чуть-чуть взрыли и поставили. Все. Григорьевича противопожарные спички взял. О. О, все. Сейчас пойдет процесс. И вот просто шишки. Шишки вообще благодать горят. Все, запустил турбопечку. Пошла жара. Сейчас маленечко, чуть-чуть, чтобы прихватилось. Вот сухих веточек подбросим. Чуть-чуть надо, чтобы прихватилось, и все. О, уже достаточно. Все, шишек туда полный битком. Ой, гос, ребра жеребятины. Представляете, какой деликатес. Григорьевич даже понятия не имеет, что это такое. Так, есть плов. Лагман с курицей есть. И лагман с курицей. Ну, давайте 2 лагмана подогреем. О, зашкварчало сразу. Слушай, температура, друзья, просто адская. И здесь вот все. Такая вот аппетитная. Блюдо такое аппетитное. Причем курица прям кусковая, друзья. Чок-каяс — это наша якутская
продукции. Я прям с гордостью это произношу. Так что имейте в виду. Все, чем пользуюсь сам, друзья, есть на моем сайте клёвая-рыбалка.рф. Заходите, смотрите. Это портал. Ну ничего так. Жиденько. Во, оба-на. Разошлась турбопечка. Не по-детски. Я вам так скажу. И пойду за водой сейчас еще чаек попить. Ну все, как-то так вот. Сейчас чаечек вскипятим. Так, друзья, ну что там, скажу я вам. У Григорьевича-то сик ушел, оказывается, соскочил. Пока мы тут еду разогревали. Ну ничего, поймаем. Поймаем мы своего сига. Пойдемте покушаем. Ты кушать идешь? Нет? А то я уже начинаю. И посуда у этих турбопечек отличная. Прям котелочки, крышечки, вот они в друг друга входят там. Удобно. Не, ну как так не ожидал сига? Ты что? Тут такие сиговые места. И сиги, и эти линки большие. Вау. Там, короче, на том месте сик, значит, там и львок где-то есть. Come on, everybody. А? Садись. Ага. Что, рассказывай, как рыбалка прошла сегодня у тебя? Что сорвалось? Ну, сик сорвался, ну большой сик. Большой, да? Ну, большой. Я его подвел прям. Ну. Мне не надо было слабину давать. Ага. Я слабину дал, он дерку ушел. Видать, за губу зацепился. А, ничего себе. Прям ты Да, понимаешь, просто тук-тук по воблеру. Раз и тяжело стало. подвис. Да. Я думаю, наверное, щука. Не, а сик, конечно, он же не может как щука хватать. У него же нет А такого. это где-то пятерка. Хорошая щука, слушай. Да не, я серьезно тебе говорю. Ты забрал ее? Нет. Я отправил. Она нормально себя чувствовала? Да, там вот так, она вот только за передней. Ага. Ёшкин кот, я ж не ожидал. Ну если что, на вечер, если что, на жареху там что. Ну конечно. Ну тут большая рыба есть, видишь, вот она перепугала тут всех местных. Щука затерроризировала. Или щука, или кто-то еще есть. Всякие разные здесь рыбы бывают. А на перекате тамень должен стоять. Ну, если он спустился до сюда, он будет здесь. Сейчас немножко рановато. Надо ждать, когда начнет опад. Опад этого начнется. Листопада? Ну нет, хвои. А, хвои. Ну, тогда пойдет. Ну поищем. Чуть-чуть приоткрой крышку, посмотри, закипело, нет? А, все. Убирай вот этот. Вот эту штуку убирай. Опа, она холодная. Забирай ее. А? Дай сюда. Аккуратно, не спались. И что у нас сегодня? Лагман с курицей. Лагман? Да. Так, а тут турбопечка, будь аккуратней.
Я. А вы, я не знаю. Семен Семенович. Водка где? Чуть-чуть для поднятия аппетита. Лекарственная микстура. Красота. Настоящий лагман с курицей, друзья, прям мягкая курица. Макароны не разваливаются. Короче, что Каяс рекомендую, друзья. Григорьевич по пыху. По пыху, давай. Для поднятия аппетита. Да, за первую рыбу. Да, давай. Пока. Давай. Смотрим, выбираем. Ну. А я лекарственную микстуру пью. Лекарство. Да. Ну давай. Да. Слушай, ну щуку хорошую ты поднял, а? Угу. Она там же ушла и спала. Хочешь сказать, чтобы я пошел и поймал второй раз? Да. Нетушки. А я пойду на перекат Тайменю искать. Эту куртку придется снять. Так, что у меня есть? Я тоже поснимал одежду нафиг. Жарко. Спотеешь, потом замерзнешь. А потом ушками. Ну, там займемся. Понял? Где сига ловили. А мушки он будет. Петрович сказал, ленок, сик, на эти мушки хорошо идет. Да. Ну давай проверим. Лицо аж в крови. Друзья, ну вот мы сейчас в этот прекрасный день мы наконец-то с Григорьевичем пообедали, и после обеда мы выехали вот на этот небольшой каменный островочек, чтобы порыбачить. Вот, Григорьевич уже поймал хороший экземпляр ленка. Вот, как вы видели, сейчас мы его взвешивали. Для меня это пока вот один из трофейных ленков, который я видел. Вот. Ну, вообще рыбалка сегодня предрасполагает у меня на воблеры ручной работы Сергея Соболевского. Но у меня также есть, друзья, хорошие знакомые, которые тоже делают воблера различные. И это сегодня я буду рыбачить на норвежский воблер. А воблер этим воблером ловят именно семгу. Вот. Она также предназначена, эти воблера, для стримового течения, для сильного течения. Вот. А по воблерам Соболевского, друзья, я и так скажу, что эти воблера работают 100%. Это уже проверено мною не один год. И, друзья, Григорьевич много лет уже приезжает ко мне. Дед всегда привозит какие-либо подарки. И давайте, друзья, все вместе поблагодарим Григорьевича за то, что
Столько времени он нам уделил своего, за то, что он нам подарил вот эти сюжеты прекрасные. И сейчас я буду снимать на оборудование, которое привез Григорич. Это уже будет новинка в моих фильмах. Вот. И все поддержим Григорича, закажем у него воблера, хотя бы по одной штуке. Это уже будет большой плюс Григоричу. Воблера, друзья, также на моем сайте клёвая-рыбалка.рф. А также, друзья, сейчас я буду делать уникальные съемки в Якутии, которых, наверное, еще нету. Никто не делал подобных съемок. И следите за сайтом клёвая-рыбалка.рф. Скоро это оборудование, возможно, появится на этом сайте. Приятного просмотра. Погнали рыбачить. Задевает дно. Ага. Кто это? О! Хорошая щука. Щука взяла. Посмотрим. О, ничего себе. Ну-ка, иди сюда. Фу, ничего себе. Вот это жаба. Вот это да. Ну, я вам так скажу, друзья. Если учитывать то, что это горная речка, это просто аллигатор, ну просто. Кора мочит, а? Выходить не хочет. Вытащим. Все равно выйдет, куда денется. Не, ну это не пятерик. Это, друзья, это не пятерик, это где-то восьмерик. Восьмерик, девятик. Сейчас взвесим. Григорич! Твой воблер! Щука большая. Да не то слово. У тебя весы далеко? Заглотил прям в самые жабры. Пришлось его маленько глухануть. Пойду я. Пожалуйста, двухлетней давности воблер отработал просто на ура. Так, друзья, Григорич что-то поймал. Что-то поймал. Лимба. Лимба. Лемпе. Ага. Ну-ка покажи-ка лимбуху. Вот это я понимаю. Ленок так ленок. Я бы с водой в ней ничего не будет. Промокло все уже, намокло. Это все нельзя мочить. Вот это я понимаю. Ленок еще. Сейчас взвесим и щуку, и ленка. Приби его.
Так, сыну фотографировать отправить. Подожди ты со своими фотками. Это, походу, мировой рекорд. Почему? Потому что... Так, друзья, сейчас, по-моему, Григорьевич вот на этот воблер ручной работы Вайдаса? Вайдаса. Подожди, как у него называется бутик? VR. VR Wobblers. Да. VR Wobblers, вот он вот такой вот. У меня есть на сайте, он на клёвойрыбалка.рф. Соболевский там тоже есть. Вот. Друзья, вот, пожалуйста, поймал вот такую рекордную лимбуху. Сейчас ее будем взвешивать. И мне кажется, что это мировой рекорд. Мировой рекорд по линку. А ну-ка сфотай-ка меня красиво, чтоб прям на всю. Сейчас. Сейчас мне стало просто интересно. Мы сейчас взвесим сначала, сколько он килограммов. Так, взвешивание. Лимба. 5560. Ну ёшкин кот, а. 5560. Ну хоть такая лимба. Так ни хера 5500. Ну, 5,5 килограмм ленок. Представляешь? вот это красота, я понимаю. По нулям килограмма. Для особо неверующих. Потому что таковые будут по-любому. Да это. Бьют на них на сырой. 5550 килограмм. Вот это ленок. Вот таких надо ленков ловить. Кстати, ранее пойманная щука тоже. Ну давайте для интереса так взвесим. Просто мы сейчас у ленка взвесили 5500. Щука 5100. На 300 грамм моложе. На 300 грамм моложе, но она длиннее ленка получается, если так вот взять в сантиметрах, да? Да. Да, он длиннее ленка получается-то, щука-то. Вот, но она, видишь, ленок он более тяжелый, он более мясистый. Сейчас я еще один воблер проверю, Вайда. Правильно? Да, надо подготовить. Для подводной съемки.